Это такие странные традиции у стран Центральной Азии или пережиток совка, который уже давно пора забыть? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Проблема принудительного труда достаточно распространена в странах Центральной Азии, но об этом мало кто говорит. Эту тему достаточно интересно подняли таджикские журналисты. И вот что об этом говорят. Ведь эта тенденция распространена во всех странах. Много лет таджикские учителя жалуются на принудительный и внешкольный труд. Оказалось, что это вовсе не проблема. Таджикские депутаты не только не хотят брать на себя инициативу для ее решения. Часть из них считает это обычным делом, традицией таджикского народа, а некоторые вообще не хотят об этом говорить. Некоторое время назад парламент Узбекистана принял законопроект, согласно которому за принудительное привлечение учителей к неучебной работе предусматривается административная и уголовная ответственность. Президент подписал закон, и он уже работает. На основании новых изменений за принудительное вовлечение учителей на работу предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 3,5 тысяч долларов. За повторное вовлечение установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Как вам такой законопроект? Неплохо было бы, если бы у нас в стране он тоже был. А вот глава Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике парламента Таджикистана Насиба Садики в телефонном разговоре заявила, что в Таджикистане принимать такой закон рано. Этот вопрос сейчас не актуален, в Таджикистане особенно. Я лично не видела, чтобы учителя массово привлекались к принудительным работам. Если были единичные случаи, то Минобразование и профсоюзы работников образования их устранят, сказала Насиба Садики. По словам Рустама Латифзада, депутата парламента и председателя аграрной партии Таджикистана, учителя привлекаются к субботникам, ремонту школ по своему желанию якобы. И кроме того, это считается традицией таджикского народа. Не принуждают, если кто-то не хочет, не участвуют. Принудительным считается, когда их привлекают на работу и поставят над ними охранника, считает депутат. По поводу привлечения учителей к призывной кампании Рустам Латифзада заявил, что объяснять населению долги молодых людей, служить родине, работа членов комитета по местному развитию. Но почему мы говорим о том, что кого-то заставляют работать, но не говорим, что это сыновний долг молодых людей служить своей стране? Если кого-то привлекают в качестве волонтера для вручения повестки, это обычная практика во всем мире, высказал свое мнение он. Но на самом деле, то в странах Европы и во многих других за пределами Центральной Азии такой практики нет. Член парламента и председатель социалистической партии Таджикистана Абдухалим Гафарзада и вовсе приветствует принудительное привлечение учителей к общественным работам. Субботники – наследие Советского Союза, которые проводились во время праздников и торжеств. Это работа самого учителя по улучшению и украшению своего рабочего места. Важно использовать возможности педагогов как движущую силу на благо общества. Поэтому сегодня нет необходимости разрабатывать закон о запрете привлечения учителей к общественным работам, сказал он. Однако он выразил свое несогласие с принудительным привлечением учителей к таким мероприятиям, как призывная кампания и маршировки, и подчеркнул, что для предотвращения этих действий нужен не отдельный закон, а ответственное ведомство. Еще один депутат парламента Дарин Крахмон Джахон Афрус Курбанзада отметил, что если учитель занимается общественной работой, то это не проблема. Но если начальник отдела образования или директор школы принуждает учителя работать у него дома на стройке, то он должен быть наказан. В общем, Курбанзада считает, что поднятая проблема несерьезна, и лично он не видит необходимости вносить изменения в законодательство. По словам другого депутата парламента Заира Рахманзада, ему известно об этой инициативе парламента Узбекистана. Но так как он в парламенте занят работой в аграрной сфере, вовсе не интересовался этим вопросом. Он посоветовал обратиться в Комитет по науке, образованию, культуре и молодежной политике парламента. Депутат Файзуло Барадзада заявил, что не уполномочен отвечать на этот вопрос и повесил трубку. Еще один депутат парламента Мавзуна Шамсидинзада также сказала, что работает в сельскохозяйственном секторе и не может отвечать на этот вопрос. Журналисты, конечно же, позвонили депутатам, входящим в состав Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Услышав вопрос, депутаты под предлогом занятости на парламентском часе отключили телефон, пообещав позвонить позже. Потом ни один из них не ответил на звонки. Глава парламентского комитета по законодательству и правам человека Равшан Раджабзада в телефонном разговоре заявил, что не обязан обсуждать этот вопрос по телефону и пригласил корреспондентов прийти в день его приема. Когда на следующий день они пришли, то не застали его на рабочем месте. В дальнейшем он не отвечал на звонки журналистов. Из 15 депутатов, с которыми связались журналисты, только один
один глава Демократической партии Таджикистана Саид Джафар Усманзада подтвердил наличие проблемы и сказал, что не может предложить такой законопроект, потому что сами учителя не жалуются на принудительный труд. Эта проблема существует, но никто не жалуется, поэтому об этом никто и не говорит. В общем, у учителей есть и другие серьезные проблемы, например, низкие зарплаты. Хотя надо понимать, что работать учителем непросто, и это почетная профессия, добавил депутат. Он также сказал, что именно безразличие к работе учителя привело к тому, что уровень образования в стране снизился, а образование и профессиональные преподаватели уезжают из страны. В итоге журналисты выяснили, что в Таджикистане совершенно безинициативные депутаты. Народные избранники не знают или предпочитают игнорировать проблемы народа. Они боятся обсуждать с журналистами даже самые, казалось бы, безобидные социальные вопросы. Они считают, что принуждение к внешкольному труду учителей – это норма. Задачей депутата является представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закрепленных в Конституции и законах. Между тем, по законам, если учителей привлекают к работам, то должны оплачивать им сверхурочные или предоставлять им выходной в другой день. Но почему-то именно в странах Центральной Азии эта укорененная традиция позволяет использовать учителей и других бюджетников как бесплатную рабочую силу. Разве это нормально? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.